Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я вышла работать немножко в огороде. Решила немножко рыхлить землю клубники. Есть у меня очень хороший горелый навоз. Думаю, что они до весны будут лежать. Весной будет еще лаверса. Насыплю-ка я их под клубникой. Дети у меня в школе, гуси кричат, я их накормила. Вон они с вами здороваются. Как только услышат мой голос, так они шумят. Так и меня зовут. Наверное, им тоже скучно. Погода у нас похолодала, были дожди. Дожди, конечно, не сильные были, но земля очень влажная. Ну, конечно, лопатой работать можно. Потихоньку, думаю, поработаю, пока дети в школе. Дома, конечно, дел не так уж много. Уборка, стирка. Это можно и ночью делать. А в огороде ночью ничего не сделаешь. Пока нет дождя, решила поработать. Когда почву рыхлишь, все-таки клубникам становится, наверное, дышать легче. И влагу пропитают, и все-таки будет навоз. И то хорошо. Навоза у меня пока достаточно. В огороде уже весь урожай собрали. Урожай был хороший в этом году. Я довольна. Особенно выросла картошка у нас, помидоры. Ну и все. Все нам хватает. Слава Всевышнему. Самое главное, чтобы не болеть и поскорее, чтобы был мир на земле. Что нам не хватает. Погода где-то у нас ночью +2. Были заморозки до -2. Но ничего у меня не замерзло, замерзли только цветы. Вчера я постригла розы. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Не весна же приходит, а зима. Поэтому вчера постригла розы. Когда начнутся заморозки, я их укрою. Пока заморозков нет, я никогда не укрываю. Зачем будет лежать и преть, плесенью не покрываться? Поэтому пока не тороплюсь. Когда будет где-то -5, -7, я их начинаю закрывать. Думала, уже весь урожай собрали, дел будет много, буду ролики снимать, что-то готовить, показывать, а все равно у меня ничего не получается. Немножко приболела, ничего не страшного, но я каждый год весной, осенью получаю лечение. Хожу в платную клинику, изучаю системы. Там тоже пару часов проходит. Пока придешь домой, начинаешь обед готовить, ребятишки придут, немножко стирка, немножко уборка, глажка, что-то вкусненькое приготовить надо, их тоже надо баловать, нельзя их забывать. Вот так живем. Все нормально, за нас не переживайте, все хорошо. Недавно я вам показала сестру, с сестрой все хорошо. И Минзале тоже Наваи передает вам огромнейший привет и благодарит вас за то, что вы не забываете, спрашиваете, передаете привет. Она тоже очень довольна. Слава Всевышнему, пока все хорошо. И надеемся, все наладится. Получает тоже лечение, какие ей положено. Устала, говорит, уже лечение получать. Но ничего не поделаешь. Пока можно лечить болезни, надо лечить, надо стараться. Но не только лекарствами и разными народными средствами тоже надо лечиться. Я, например, сейчас начала пить овес. Очищаю печень, потому что у меня диабет. У диабетиков всегда проблема печени. Ну, сейчас будете у меня рецепт спрашивать. Но я вам расскажу, как я делаю. Стакан овес и 2 литра воды. Овес хорошенько
промываем. Как только закипит, убавляем и томится где-то пару часов. И потом охлаждается, процеживаю и холодильник. Это мне на 2 дня. Беру, немножко чуть-чуть подогреваю. Холодный тоже нельзя пить, потому что можно простудиться. А кто-то 15 минут говорит, готовим. А когда я лежала в клинике, получала систему, одна женщина говорит, а я, говорит, термос завариваю. И потом, говорит, разбавляю. А у меня 2,5 литра термос. Вот у меня термос. Туда тоже стакан овса. И заваривать с вечера. И потом можно просто так пить. Не надо разбавлять. Вот кому как. Туда же я и шиповник кидаю. Все хорошо. Заодно и витамины, и печень очищает. Но кто-то говорит, что и почки очищает. Но вы, мои хорошие, тоже мне напишите, как вы завариваете, как вы готовите отвар овса и сколько дней пьете. А я пью 10 дней и неделю отдыхаю. Где-то вот так, 3 этапа, и все. Каждый год вот так можно пить. Лекарства тоже пьем много, очень даже много лекарств пьем. Это тоже садится и на печень, и на почки, и желудок травим с одной стороны. Если лечимся с другой стороны, травимся. Сейчас и лекарства, по-моему, не такие. Раньше были лекарства хорошие, а сейчас нет. Не такие. Даже обезболивающие нормально не обезболивают. Или мы постарели. Я не знаю. Может, организм другой, может, кому как. Ну что, мои хорошие, я немножко поработала. Мне пить захотелось. Идите со мной пить чай. Когда я работаю, у меня всегда с собой термос. Здесь я заварила чай, разные травы и там шиповник. Вот такой крутой чай я люблю с молоком. И с собой немножко беру курагу. Курага и полезно. Там калий есть и вкусно. Ветер, конечно, есть. Наверное, опять слышимости плохо. Вы уж, конечно, меня извините. У меня нету такого хорошего аппарата, чтобы снимать ролик. И на телефоне хватает. Было бы желание снимать, было бы время снимать. Очень вкусный чай. И весной, и осенью работы очень много. Ну и, конечно, и летом тоже много, но летом как-то полегче, что ли. Все-таки и ребятишки дома, они помогают. Ну вот, немножко подкрепились. Теперь будем работать. Здесь у меня клубника необработанная. Вот здесь я перекопала. Вот в втором ряду я только начала сыпать, а в первом ряду я уже насыпала. Уже все убрали. Капуста. Ой, какой ветер. Наверное, опять слышно плохо. Вот здесь мы натаскали навоз. Навоз не очень-то горелый. Я думаю,
Весной будет очень даже хорошо. Немножко сгорит навоз. И будет держать влагу. Пропитается влагой. Здесь я посадила 4 куста малины. Купила по 250 рублей. Один куст какой-то сортовой. Даже забыла, как называется. Язык ломаешь. Вот здесь у нас остался немножко негорелый навоз. Мы все сюда кидаем. И вот так рыхлим. Земля поднимается, рыхлится. Там у меня еще петрушка есть. Надо будет собирать, заморозить. Зимой очень даже пригодится. Вот как земля здесь рыхлилась, поднялась. В теплице пока изменений нет. Кирюша сказал, если будете снимать, ничего не показывай, пока там я толком не доделал, говорит. Поэтому пока я ничего не покажу. Ну вот, мои хорошие, пока вот так. Немножко поработаю. Вот здесь посижу, отдыхаю, чаевничаю. Здесь розу я еще не выстригла. Прямо жалко стричь. Вот какая шикарная роза. И бутончики еще есть. Вон. Красота какая. Вот же. А запах какой вкусный. И здесь у меня хризантема мультифлора. Когда начнутся заморозки, обрежу, выкопаю и уберу в подвал. Здесь розы выстригла я. Вчера у меня поработали тут рабочие. У нас вот здесь когда-то лет 30 тому назад вот эту пристройку мы построили. И вот здесь с таким видом, видимо, не так хорошо получились. Что-то муж, может, не так сделал. Или земля ходит, не знаю. Немножко трещина появилась. Зимой за печкой Агава был ветерок немножко. Ну, сквознячок. И у нас оттуда, по-моему, вода замерзла. И я позвала мужчин, нанимала их. И они мне вчера сделали. Открыли здесь полностью один лист. Пеной побрызгали и пеноплексом обшили и закрыли профнастил. Пока здесь я даже мусор не успела убирать. Быстренько успела, когда они пришли розы выстричь, тоже еще ничего не убрала. Постригла я винограды. Я, конечно, не спец, но стригу каждый год, как приходится. Вот. Но без винограда, конечно, я еще никогда не осталась. Вот мультифлора тоже. Цвет какой красивый. Ну вот, для них тепло надо. Вот посмотрите, какая красота, какой яркий красный цвет. Тоже мультифлора. Хризантема. Тоже следующий год алависа сделаю, разделю и посажу где-то светлое место. Я еще не придумала, куда посадить. Надо с Розой посоветоваться. Она знает. А эти зимние тоже потом, когда начнутся заморозки, я их выстригу. Да и ребятишки тоже по 8 уроков учатся. Им тоже некогда все. В основном они мне помогают в выходные. В выходные мы подолго работаем. Здесь тоже хризантемы. Вот и все. Что, моя хорошая, отдыхаешь? А я тебя беспокоила. Козочка моя лежала, отдыхала, а теперь смотрит. Ждет, когда я что-то говорю. Какие вы голосистые! Вот такие голосистые гуси. Ой, хочешь меня кусать? Вот они какие. Такие большие, кругленькие. Вот они какие. Такие голосистые.
на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия, любви, много-много радостных дней и мирного неба над головой. Всем пока-пока, до следующих встреч.